В эфире информационная программа «Лото». Здравствуйте. В студии работают Нуржамал Бурханова. Александр Крупнов. Пришло время подводить итоги уходящего дня. Смотрите в программе. Всегда на посту. В Кыргызстане сегодня отмечается День пограничника. На мусорном полигоне в Бишкеке произошло возгорание. Несмотря на то, что основной очаг возгорания был потушен, кое-где до сих пор горит. Подробности смотрите в материале Сайкал Султанкуловой. В микрорайоне Тунгуч 10-летний мальчик упал в вентиляционную шахту. ЧП произошло вот в этом доме. Мальчик выпал с 9-го этажа с вентиляционной шахты. С подробностями я, Эльнура Молдокадерова. В столице отметили 75-летие отоларингологии. 1000 операций отоларингологи делают ежегодно. Количество пациентов растет. О причинах смотрите в материале Ширины Санакуновой. Сегодня президент Алмазбек Атамбаев встретился с премьер-министром Тимиром Сариевым. Глава Кабмина проинформировал президента о тарифной политике правительства в энергетике, мерах по обеспечению устойчивого развития, стабильного и надежного функционирования энергетической отрасли республики, покрытия дефицита электроэнергии и обеспечения энергетической безопасности. По словам премьера, в соответствии с утвержденной в ноябре прошлого года среднесрочной тарифной политикой на электрическую и тепловую энергию, с 1 июня социально ориентированный тариф на электроэнергию для населения до 700 киловатт в час в месяц поднимается с 70 до 84 тыинов за киловатт-час. Выразив понимание проблем, с которыми сталкивается энергетическая отрасль, президент рекомендовал правительству все же пересмотреть данное решение и, соответственно, вновь вернуться к обсуждению вопроса о новой величине тарифа. Особое внимание, по словам Атамбаева, необходимо уделить жителям Высокогорья, где зима и суровее, и длиннее. Также глава государства отметил, что, цитирую, «правительство должно продолжить политику энергосбережения. Чрезвычайно важно усилить работу по снижению потерь, добиваться создания такой системы, которая устранила бы, наконец, коррупцию в энергосекторе. Необходимо продолжить реализацию планов развития энергетики», сказал Алмазбек Атамбаев. Сегодня пограничники Кыргызстана отмечают свой профессиональный праздник, который был установлен 15 декабря 1999 года в целях формирования традиций пограничной службы, пропаганды ее значимости и обеспечения преемственности. 23 мая 2003 года постановлением правительства празднование Дня пограничника 28 мая было отменено и установлена новая дата 29 октября. Отпраздновав дважды День пограничника 29 октября на основании постановления Джогорку Кенеша, учитывая обращение ветеранов пограничной службы в целях продолжения устоявшихся традиций пограничников и для дальнейшего формирования традиций пограничной службы, правительство приняло решение вернуть историческую дату 28 мая. Рассказывает Дамира Базарбаева. По традиции в этот день все служившие и служащие в погранвойсках надевают форму и обязательно зеленую фуражку. Их излюбленное место празднования и встреч – аллея пограничной славы. Празднование Дня пограничников включает в себя не только речи о достижениях и мощи, не только гуляния в парках и семейные застолья. Это и праздник со слезами на глазах. Сегодня вспоминают тех, кто с честью встал на защиту рубежей Родины и погиб, не уступив врагу ни клочка родной земли. Не обходится и без награждения за бескорыстную службу. Так 9 пограничникам вручили госнаграды. Более 100 военнослужащих поощрили ведомственными медалями и нагрудными знаками. Это и тот день, когда можно подвести предварительные итоги работы. Так, за 5 месяцев текущего года пограничники выявили более 1500 граждан с фальшивыми и просроченными документами. 7 были депортированы. За нарушение госграницы задержаны 124 человека. Кроме того, задержана контрабанда на 5 миллионов сомов. Выражаю уверенность, что основываясь на лучшем опыте предыдущих поколений, пограничники Кыргызской Республики будут достойно выполнять поставленные задачи по охране государственных границ и обеспечению территориальной целостности Кыргызстана. Со слов руководства, добиться таких результатов удалось благодаря тому, что совершенствуется система охраны и защиты госграницы, развивается пограничная инфраструктура, улучшаются условия службы. Но пока не все так идеально, остаются определенные проблемы. Очень много
фактов нарушения госграницы. Наши выявляют, ловят. Значит, иногда, к сожалению, приходится применять оружие. Да? Это первый вопрос. Второй вопрос. Нам надо быстрее завершить, значит, демаркационную работу, то есть установку инженерных сооружений. Несмотря на праздник, пограничники продолжают нести службу по охране рубежей. А значит, люди могут спать спокойно. Дамира Базарбаева, Алмаз Кариев, Общественный, Первый канал. Президент, главнокомандующий вооруженными силами Алмазбек Атамбаев поздравляет пограничников с профессиональным праздником – Днем пограничника и 16-летием со дня образования Госпогранслужбы. В поздравлении, в частности, говорится: в этот праздничный день мы отдаем дань уважения всем тем, кто, невзирая на риски и непростые условия службы, защищает суверенитет и независимость нашей Родины. К вашей службе всегда предъявлялись не только профессиональные, но и высокие духовные и моральные требования. Сегодня профессиональная выучка, патриотизм, благородство и верность долгу составляет основу формирования пограничной службы Кыргызстана. Современные экономические и политические реалии ставят перед вами задачи, направленные на обеспечение пограничной безопасности внешних границ интеграционного объединения Евразийского экономического союза. Уверен, что вы с честью и достоинством справитесь с новыми задачами, говорится в поздравлении главы государства. На полигоне Алато продолжаются совместные кыргызско-российские учения. Сегодня бойцы элитного подразделения из Иваново и отряда «Пантера» Национальной гвардии отработали уничтожение предполагаемого противника в горных условиях. За учениями наблюдала и наш корреспондент Эльвира Сатыбекова. На полигоне Алато Чуйской области солдаты участвовали в практической стрельбе из разных видов оружия. Кроме этого, бойцы спецподразделения осуществили высадку малого десанта с вертолета. Нет предела совершенства и мастерства, поэтому тренировка, нет до конца обученного солдата. Автоматический крупнокалиберный пулемет, предназначенный для поражения живой силы. И именно из него и из множества другого стрелкового оружия ведут огонь бойцы Национальной гвардии и российские десантники. Ориентир 2, группа пехоты. Потом в воздух был запущен беспилотный летательный аппарат «Элерон-3». С его помощью была произведена разведка местности на высоте 5000 метров. Далее по сценарию учений бойцы в бою уничтожили предполагаемого противника из ручных и автоматических противотанковых гранатометов. Мастерство и боевые навыки кыргызских солдат оценил опытный военачальник, генерал-лейтенант российской армии Евгений Устинов. Никогда российский и киргизский солдат не будут смотреть друг на друга через прицел. И не будут стоять по разные стороны баррикад. У нас есть что защищать совместно, есть чем защищать, и мы это однозначно умеем делать, и вы тоже убедились в этом. А в день празднования вооруженных сил Кыргызстана 29 мая представители двух стран сменят военную экипировку на спортивную и будут участвовать в соревнованиях по мини-футболу, волейболу и армрестлингу. Эльвира Сатыбекова, Миндер Джамбиишев, Общественный, Первый канал. Алмазбек Атамбаев подписал указ, согласно которому Денишбеку Раимбаеву в целях оказания дополнительной социальной поддержки установлена ежемесячная пожизненная стипендия президента в размере 10 тысяч сомов с 1 мая этого года. Также распоряжением главы государства из средств Президентского фонда социальной защиты и поддержки выделены 100 тысяч сомов для оказания материальной помощи на его лечение. Напомню, самый высокий человек Кыргызстана Денишбек Раимбаев ростом 2 метра 36 сантиметров тяжело болен. Его состояние за последние полгода сильно ухудшилось, пришлось ампутировать одну ногу. В микрорайоне Тунгуч 10-летний мальчик упал с 9-го этажа вентиляционной шахты. Дверца чердака, ведущая на крышу, была открыта. Накануне несколько мальчиков залезли туда. В результате один из них сейчас находится в больнице с переломами обеих ног, бедер и с сотрясением мозга. И лишь по счастливой случайности он остался жив. Эльнура Молдукадырова о состоянии мальчика. ЧП произошло накануне. Мальчик играл со сверстниками в прятки на крыше 9-этажного дома. Он решил спрятаться в вентиляционной шахте, как вдруг не удержался и свалился вниз. Несмотря на столь огромную высоту падения, к счастью, мальчику удалось выжить. Домком закрывает на замок все двери чердаков, ведущих на крышу. Но накануне один из соседей попросил ключи одного из них, чтобы установить антенну, и забыл закрыть. Дети есть дети, залезли на крышу, а Баяман решил залезть в этот узкий проем шахты. Он застрял в шахте на уровне 2-го этажа. Сотрудникам МЧС пришлось вскрывать вот эту стену на 3-м этаже. Спасатели спустили сюда веревку и извлекли мальчика.
И вот результат. Сейчас 10-летний мальчик лежит в реанимации. Его состояние тяжелое. Он летел с 9-го этажа до 2-го и приземлился ногами. Поэтому обе ноги сломаны, как и бедро. Также он получил сотрясение мозга. Врачи говорят, что мальчик родился в рубашке. Внутренние органы не повреждены. Надо, закрывать чердаки все свои и следить за своим ребенком. Домкомам и родителям настоятельно рекомендуют закрывать на замок двери чердаков во избежание таких несчастных случаев. А с наступлением летних каникул нужно всем соблюдать осторожность на дорогах, на игровых площадках и в водоемах. Эльнура Молдыкадырова, Азамат Кадыр-Токтоев, Общественный, Первый канал. Ночью на мусорном полигоне, расположенном на северной окраине Бишкека, произошло возгорание. Из центра города был виден серый дым. В противопожарной службе заверили, что угрозы распространения пламени на частный жилой сектор нет. Сайкал Султанкулова выясняла, в чем причина столь масштабного возгорания. Сотрудникам противопожарной службы пришлось всю ночь тушить пожар. Огнем охватило территорию 2500 квадратных метров. И несмотря на то, что основной очаг возгорания был потушен, кое-где до сих пор горит. И дышать тут очень сложно. Резкий запах дыма повсюду. Находиться тут небезопасно, да и вредно. За полчаса съемок мы надышались угарным газом. Помимо пожарных, тут всю ночь дежурили бездомные люди, которые переживали за свой так называемый бизнес. Каждый день я собираю баклажки, железяки, пластмассу и сдаю на 200, а иногда и на 300 сомов. Вчера всю ночь переживал, не смог заснуть. Думал, все сгорит и мы останемся без работы. Слава богу, пожарные приехали вовремя. Главная причина столь масштабного пожара – поджог. За ночь пожарным расчетам пришлось приезжать дважды. На единственный свалочный полигон ежедневно вывозят более 1000 тонн мусора. Обычно бытовые отходы горят регулярно, но на этот раз это было преднамеренно, говорит хозяин мусорной свалки. Такого никогда не происходило, и есть предположение, что это было сделано преднамеренно, потому что очаг возгорания был не в одной точке, где-то в районе 10 в разных точках произошло возгорание, и, соответственно, к вечеру мы получили очень большое возгорание, пришлось привлекать пожарную технику, и до 4:30 утра нам пришлось пытаться погасить это возгорание. В мэрии столицы предполагают, что возгорание произошло из-за противостояния сотрудников и нового директора полигона. Сейчас обстоятельства выясняются. Кто сделал, пока неизвестно. Мы предполагаем, может, работники, может, здесь, которые занимаются сбором бутылок и макулатуры, либо жители. Пока неизвестно. Единственный свалочный полигон в городе был рассчитан на 15 лет работы, но со времени его создания уже прошло больше 30. Напомню, что президентом Алмазбеком Атамбаевым был подписан закон об ужесточении административной ответственности за выброс мусора и сжигание бытовых отходов в неположенном месте. Сайкал Султанкулова, Тимур Садыгалиев, Общественный, Первый канал. В Джалабадских школах проводят систематические мероприятия, нацеленные на укрепление межнационального согласия. А в Аильном округе Кашкар-Кыштак за 5 месяцев этого года свои отношения оформили 89 молодоженов, из них 18 интернациональные. Другие подробности узнаем у нашей коллеги из Ожской студии Регины Им. Регина, добрый вечер. Вы в эфире. Спасибо, Нурджамал. Добрый вечер. Прививать чувство терпимости нужно со школьной скамьи. Эту аксиому знают и в Джалабаде. В школах там проводят систематические мероприятия, нацеленные на укрепление межнационального согласия. В городской школе номер 6 такие акции проводятся как можно чаще. Подробности далее. В 6-й городской школе за одной партой сидят кыргызские и узбекские, уйгурские и татарские ребята. Язык преподавания государственный. Школьники знают о традициях и обычаях разных этносов. И друзей выбирают здесь не по национальному признаку. У нас есть ребята самых разных национальностей. Моя близкая подруга Мукадас, например, узбечка, говорит на кыргызском языке. Я учусь в кыргызском классе. Очень рада, что нашла здесь хороших друзей. Все они замечательные.
Школьная дружба, как известно, крепкая и на всю жизнь. Вот Азамат и Абдубасир, не разлей вода с 1 класса. Мы дружим уже 8 лет. Верю, что мы всегда будем дружить. В будущем будем ходить на свадьбы друг к другу. Мы настоящие друзья. С самого раннего детства мы вместе. В школьной жизни здесь часто проходят различные мероприятия, призванные укреплять дружбу ребят. Дети демонстрируют свои национальные костюмы, поют песни разных народов. В школе предусмотрены специальные занятия, на которых мы рассказываем детям о важности мира и согласия в стране, о разных культурах, традициях. Так мы прививаем им терпимость и уважение. В Джалабаде живут представители 60 национальностей, и все они понимают, что нужно объяснять детям важность межнационального согласия. Канат Каньметов, Нурказ Абдрахманова, Общественный Первый канал. Межнациональные браки – залог мира в стране. Этот девиз когда-то подхватила и семья Пратовых из села Кенджикул Карасуйского района, взяв в качестве невестки девушку из таджикской семьи. Прошло уже более 2 десятков лет. Интернациональная семья разрослась и уже воспитывает внуков. О дружбе народов. Следующий репортаж. Кыргызский джигит Асан и таджикская девушка Насиба познакомились во время учебы. Вскоре поженились и живут счастливо уже 27 лет. Воспитали сына и 2 дочерей. Сейчас помогают растить внуков. Никто не был против нашего союза. Тесть говорил Насибе, что выдаст замуж за того, кого она полюбит. У нас все получилось, и мы поженились, прожили счастливую жизнь. Семейная пара всегда шутя проводила параллели с Манасом и его таджикской женой Каныкей. У них то же самое. Насиба Пратова признается, что поначалу были проблемы с обычаями и традициями новой семьи. У нас, например, можно на «ты» с братьями мужа, а у кыргызов все по-другому. Кроме того, были, конечно, и проблемы с языком, но за 3-4 года ко всему привыкла. В 30-тысячном Аильном округе проживают представители 9 этносов. Очень много интернациональных браков. В этом году мы провели опись населения и выяснили, что половина зарегистрированных браков интернациональные. Только за 5 месяцев этого года свои отношения оформили 89 пар. Из них 18 интернациональные. В многонациональных аильных округах особое внимание пытаются уделить укреплению мира и согласия. Мы ежегодно проводим различные РКС, спортивные мероприятия. В них принимают участие представители всех национальностей. Это укрепляет мир в наших селах. В скором времени местные власти намерены устроить слет чабанов. Животноводством тоже занимаются представители разных этносов. Эльвира Сатыбекова, Нурказ Абдрахманова, Общественный Первый канал. Накануне завершилась рабочая поездка президента в Волжскую и Джалабадскую области. Специальный репортаж об этом смотрите сегодня в 22:15 на нашем канале. На этом у меня все. Я передаю слово моим коллегам. Нурджамал. Мы благодарим вас, Регина, и продолжаем. В парке имени Фучика прошел митинг в защиту зеленых насаждений. Бишкекчане, принявшие участие в акции, бьют тревогу. В парке началось строительство многоэтажного дома. Однако владельцы этих участков в недоумении. У бизнесменов на руках все разрешительные документы, включая Бишкек архитектуру. В ситуации попытался разобраться наш корреспондент Алтынбек Таламбеков. Сказать, что парк окружен заботой и вниманием, сложно. Везде пластик, бумажные обертки и строительный мусор. Здесь давно ничего не делается. Отняли зеленый парк, раздробили и изуродовали его, писали ранее мэру Кулматову горожане. По словам местной жительницы Ольги Хлыстовой, потомка чехов, которые заложили этот парк в 1936 году, территория парка волшебным образом уменьшилась с 10 до 7 гектаров. Есть такая хорошая киргизская, наверное, пословица, что прежде чем срубить одно дерево, надо 10 посадить. Вы знаете, этот парк создали мои предки чехи, которые приехали сюда в 25 году. Этот парк был заложен в 36 году. И очень обидно, что люди приехали и создавали, а мы теперь, наше поколение, мы его уничтожаем. Вы знаете, у нас раньше был такой замечательный парк, была куча аттракционов, вот тут была эстрада. Каждые выходные здесь проходили концерты. Теперь, как мы видим, нету ни аттракционов для детей, ничего. И мы хотим возродить этот добрый, уютный парк.
Однако некоторые владельцы парковых участков сами стали жертвами ситуации. Один из них – Махсат Бакиров. В начале этого года предприниматель купил 10 соток земли в парке Фучика и планировал начать строительство многоэтажки, имея на руках все разрешительные документы. Тут у нас есть письмо бишкекской главы архитектуры, которое пишет нам, что этот участок прилегает к территории парков имени Фучика, то есть граничит с этим участком. И также они пишут, что на данной территории возможно строительство группы многоэтажных жилых домов. И просят обратиться в Бишкек главархитектуру для того, чтобы разработать проект. Бишкекчане сходятся в одном. Обе стороны имеют документ главархитектуры. Только у одних он запрещает строительство многоэтажного дома, у других наоборот. За разъяснениями мы обратились в ведомство, где выяснилось, что территорию парка в 1,5 гектара в 2007 году суд Ленинского района столицы передал некоему Абдулдабекову. Позже этот участок распродали. Проектируемые офисные здания, проектируемый клинический центр. На этом участке предусмотрены проектируемый офис, клинический центр и общежитие. Вообще суд вынес незаконное решение. Он из муниципального владения передал в частные руки. Теперь эти участки распроданы. Да, мы выдавали разрешение в 2007 году, но это ошибка наших прежних коллег. Отмечу, эта зеленая зона включена в государственный список памятников истории и культуры республиканского значения и перечень стратегических объектов. Тем не менее, эти нормы не помогают уберечь парк. Алтынбек Талантбеков, Бактурсун Дүйшенбеков, Общественный Первый канал. Депутаты вновь подняли вопрос по незаконному строительству на территории парка Фучика. Так, депутат Дастан Бекешев требует возбудить уголовное дело по данному факту. Он обращается к Генпрокуратуре обратить внимание на это строительство, так как эта территория относится к землям стратегического назначения. Генпрокуратура должна отреагировать должным образом, так как территория парка относится к землям стратегического назначения. Я думаю, что необходимо возбудить дело. Недавно горожане провели митинг против такой застройки. Я поднимал этот вопрос, однако никакой реакции со стороны Генеральной прокуратуры не последовало. Караван здоровья продолжает свой путь. Группа медиков прибыла в Нарынскую область, где на месте оказывает населению медпомощь. Завтра медики начнут принимать жителей Атбашинского района. Напомню, 2 этапа проекта уже прошли в Иссык-Кульской и Ошской областях. Врачебная помощь в отдаленных районах почти недоступна. Многим из них приходится ездить для получения медуслуг в крупные города и райцентры. Но есть и те, кому длительные поездки противопоказаны. Это пожилые люди, многодетные матери и больные дети. Именно им караван здоровья будет особенно необходим. Лор-специалисты отмечают 75-летие отоларингологии. Сотни врачей посвятили себя лечению лор-заболеваний. Причем в последнее время все чаще онкологических форм. Медики Кыргызстана считаются одними из лучших в этой области. Больные приезжают в Бишкек со всего региона – из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркмении. Ширин Асанакунова продолжит. Пациенты с самыми тяжелыми диагнозами попадают в лор-отделение национального госпиталя. Здесь ежегодно проводят более 3000 операций, начиная от самых простых перелома носовой кости, заканчивая онкологическими операциями. Большие операции бывают как минимум раз в неделю, на этой уже 2. Одна опухоль гортани, другая злокачественная опухоль небной миндалины с распространением на корень языка. Отработанные методики у нас существуют, мы над этим работаем, научная работа проводится. Этого пациента оперировали почти 6 часов. Операция считается уникальной, и она прошла успешно. Его челюсть практически разобрали и обратно собрали. Уколы все делают, давление померили, хорошо. Как вообще самочувствие? Лор-врачи лечат не только насморк и воспаление ушей. Это направление, как и любое другое в медицине, глубокое, и каждый раз врачи находят все новые методы лечения, все глубже изучают заболевания. Мы уже работаем с теми инструментами, которые позволяют войти в те полости с подсвечиванием, и вы оперируете, не нарушая функцию органа. По лор-онкологии кыргызские медики ничем не уступают российским или американским. Как раз о достижениях говорилось на конференции, посвященной 75-летию открытия отделения. Говорилось на языке медицинском, сложном, но было абсолютно понятно, что кыргызская медицина именно в этом направлении не стоит на месте, развивается. Болезни органов головы и шеи. Мы занимаемся и болезнями трахеи, и щитовидной железой,
Мы занимаемся болезнями пищевода, внутричерепными осложнениями, такие как менингит, абсцесс мозга. Статистика такова, что 99% попавших на операционный стол с лор-онкологией – это курильщики и употребляющие алкоголь. Делать выводы каждому самому, отмечают пациенты. Ключевое слово – профилактика, здоровый образ жизни, постоянное наблюдение у врача и улучшение социального уровня жизни. Это и есть ключ к здоровью, отмечают и медики, и пациенты. Ширина Санакунова, Алтын Хамбабаев, Общественный, Первый канал. Отныне художественный фильм «Курмаджан Датка» станет доступен и зрителям Турции. Историческая лента режиссера Садыка Шернияза переведена на турецкий язык. Сегодня картина с турецкими субтитрами презентована в Кыргызско-турецком университете Манас. Над переводом почти год работал весь коллектив факультета коммуникаций и согласовывался с носителями языка. Премьера картины сегодня сопровождалась выставкой фотографий и костюмов, использованных во время съемки. Отмечу, до этого кинолента уже была переведена на русский, английский и итальянский языки. Хотим этот фильм запустить через национальный канал Турции, через ТРТ. И затем уже мы будем знать, какой резонанс вызвал этот фильм у турецкой общественности. И тогда уже мы будем совместно с производителем этого фильма, с авторами фильма, думать о том, как будет осуществляться прокат фильма. Любой творческий человек должен думать, когда делает какое-нибудь произведение, что он делает ту вещь, которую до этого никто не делал. Если не будет вот этого ожидания, если не будет вот этого куража, вы не сможете сделать какое-то произведение. А то, что сейчас наши турецкие братья перевели этот фильм, естественно, радует нас. В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию народного поэта, героя Кыргызстана Сооронбая Жусуева, завтра в Национальной библиотеке состоится книжно-иллюстративная выставка, а в филармонии пройдет торжественное мероприятие. И вот такими событиями был наполнен этот день. Картину дня дополнит прогноз погоды. Все новости уже доступны на сайте канала www.ktrk.kg. В онлайн-режиме больше новостей. Смотрите видео, читайте комментарии и информацию о нашем канале и сотрудниках. Все это на нашем сайте. Будьте в курсе событий вместе с нами. Хороших новостей. И до завтра. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Спонсорами прогноза погоды являются медицинский препарат Налгезин и мобильный оператор О. Налгезин быстро облегчает боль и оказывает длительный эффект до 12 часов. 29 мая по республике ночью без осадков, днем в горных и предгорных районах дожди и грозы. Ветер западный 4,9 метров в секунду. В Баткенской области температура воздуха ночью плюс 10-15 градусов, днем плюс 25-30. Температура в Волжской области ночью от 11 до 16 градусов тепла, днем плюс 26-31. В Джалабадской области ночью плюс 11-16, днем плюс 26-31 градус. В Нарынской области ночью от 2 до 7 градусов тепла, днем плюс 18-23. В Иссык-Кульской области ночью 6-11, днем 18-23 градуса. В Таласской области температура воздуха ночью 9-14, днем 25-30 градусов тепла. В Чуйской области ночью 11-16, днем 25-30 градусов со знаком плюс. Завтра в столице без осадков, ветер западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-16 градусов, днем 28-30 градусов тепла. Это был прогноз погоды на 29 мая. Спонсорами прогноза погоды являются медицинский препарат Налгезин, эффективное средство при головной, зубной боли, боли в спине, мышцах и суставах и мобильный оператор О. Мобильный оператор О – сеть для твоего смартфона. Боль застала врасплох? Налгезин. Быстрое решение всегда под рукой. Налгезин при головной, зубной боли, боли в спине, мышцах и суставах. Налгезин. Быстрое решение при боли.